очень сложно отличить одно заболевание от другого, но разница принципиальная. Что прощает простуда, не прощает грипп. Последние всегда наступают неожиданно. Для ОРВИ типично постепенное нарастание симптомов. Насморк и боль в горле. Первые симптомы при гриппе – боль в голове, глазах, мышцах, озноб, температура и чувство разбитости. Классический грипп всегда протекает тяжелее, чем ОРВИ, и нередко приводит к тяжелым осложнениям – поражение сердечно-сосудистой и нервной систем. Грипп жду, когда ценит молодых отделить. تحقلور أخذ واش حدات دقش متى واش حدات общепринятый مسنين يواجه لتشيني حيو سنخلون حجة تاني أحتدادو تاني خلادو تاني كيرتا منينجيت ودنيا مليو يق أصلجني شحولج خلدادو استبلشان особенно хронический лазреждо нагбида ашра чумгужли бахкайнах кегиберж. Если грипп лечить, он пройдет за неделю, не лечить за 7 дней. Выражение, которое стало крылатой фразой. С гриппом нужно быть осторожнее и встречать его во всеоружии. Если правильно подобрать терапию, курс лечения, болезнь протекает легче. Меньше чувствуется слабость, и осложнения в виде пневмонии и бронхита развиваются реже. Самой лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация. В больницах Ингушетии есть все необходимые прививки от гриппа. Мы делаем прививки населению по возрастам. Это мы делаем, значит, против гепатита, делаем против гриппа, против краснухи и АДСМ делаем. Если человеку сделать прививку, если он заболеет, заболевание протекает более в легкой форме. Стопроцентной гарантии, что человек не заболеет, нет. Но есть вероятность, что он, значит, заболевание будет протекать в более легкой форме. Пока одни ведут разумную профилактику и лечение недуга, другие любители народных методов лечения, искатели медицинских пабликов, блогов о том, как быть здоровыми и не заболеть гриппом, призывают и даже уговаривают не делать прививки. Советуют различные настойки, которые якобы должны поставить на ноги за один день. Это просто чудо. Один раз попробуйте и все. В итоге, послушав такие псевдосоветы, к медикам попадают пациенты уже со серьезными осложнениями. Многие из нас привыкли переносить простуду на ногах. Панацеей от всех заболеваний мы считаем чай с лимоном и вареньем. Да, согласитесь, намного приятнее пить чай с лимоном, нежели принимать лекарства. Но не стоит забывать, что этот арсенал не убьет вирус. В первые дни заболевания гриппом вам будет необходимо тепло одеваться, есть легкую, но не острую пищу. Разумеется, витамины группы С и В, обильное питье, читайте книги, смотрите любимые фильмы. Словом, берите от гриппа все. В хорошем смысле этого слова. Рина Цичоева, Амина Бокова, Новости 24.